Поважані брати і сестри у Христі Пана. Богослови на протягу веков дошли до такой думки, что можно подсумовать и вырисовать одиную форму христианского життя. Это значит, який кшталт повинен иметь верующий человек, а именно христианин. И реализуется эта форма христианского життя в трех сферах его активной деятельности. Это диакония, что означает служение, хайнания, что означает братерство, альбо будование супольности, и мартирия, это свідчення аж до мучеництва. Коли будет такая потреба, засвідчить об любові Божій аж до пролиття крові. І ось коли сапраўды назирать на життя сьогоднішнього святого Лаврентія, який з початку християнства, з 3 веков походив, ось менавіта в этих усіх трьох сферах він досконало зреалізував себе. Давайте сьогодні поглядим на життя святого Лаврентія и так само отнесем его до себе, потому что мы ищем себе христианами, верующими людьми. А мне здається, для этой маленькой супольности святого Лаврентия тут, ушедших, это особливое свідчення, особливая моц, з которую Господь може для вас много зробити, коли ви будете супрацовничати з ласкою Божою. Ось менавіта цікаво, вчора рихтуючись до сьогоднішньої гомілії, я вчинив чудовну книгу «Святий образ». І ось коли у спису шукав Лаврентія, знайшов. Він був. І там представлений образ святого Лаврентія, який походить з 17 століття, автором якого з'являється Франтишек де Зурбарана. І цей образ знаходиться у Петербургу, у Эрмитаже. Коли будете в Росії, можете його собі докладно поразглядати, може навіть і при ним помолитися, коли будете. Ось чудовно, що оглядаючись в цей образ і читаючи опис цього образу, я знайшов менавіта ось усі ці 3 сфери, про которые нагадал, которые показывают нам форму христианского життя. Диакония, кайнания и мартирия. И там представлено в этих образах. Постараюсь с вами поделиться, а потом так само зазирнем на Слово Божие сегодняшнее. Первая справа – это диакония, служение. Кожний християнин покликаний до того, как життя своє накеровать на подобенство самого Христа. Христос об себе что сказал? Сын человечий пришел не как ему служить, але как служить и життя свое отдать. И так Иисус учил своих учнів. И Он им казал так. Вы бачите, як живуть у світі. Великі этого світу утискають біднейших. Але поміж вами так не буде. Хто хоче бути першим, нехай стане слугою. Ведаємо це слово Христа. Да? І ось Лаврентій це досконало реалізував, тому що він був покликаний папом Сикстусом II до того, як керував майомостю костельною і служив бідним, опікувався бідним. І ось усе його діаконське життя було присвячено менавіта служенню людям бідним, потребуючим. І коли був переслід у Римі, менавіта під час керівництва Цезаря Валеріана, і християни були переслідувані, папа римський Сикстус II нагадав святому Лаврентію, як він роздав костельну майомость бідним, щоб вони не потрапили в руки язичників поганських. Святий Лаврентій так і зробив, згодно з послухмяністю папи. Він роздав цю майомость, а коли Цезар визвав його і каже, де костельна майомость, де багаті костюми, він привів до його бідняків і сказав, ось це багаті костюми. І ось в этом він реалізував своє служення аж до кінця. Служив
бедным, служил святому костелу, отдано в послухмяности. Мало того, коли лежал на раскаленных кратах, и он молился за поганца, молился за язычников Рима, каб Рим навернулся и стал христианским. Разумеете? И он свое служение выполнил до последнего биття сердца. Для нас усіх великий приклад, особливо для супольності тут в Обшаті. Служение ваш покровитель служил до конца, до своих дел. И для того, как ваша супольность могла жить и будоваться, вам треба научиться служить один другому. И служить, и молиться за людей, неверующих в Обшаті, так как робил ваш патрон, ваш покровитель. Молиться постоянно за тех, кто еще не ведает Христа. Это ваше задание. И пробоща, и ваше задание. Парафіян Обшатських. Другая справа – кайнанія, братерства. Менавіта яно реализовалось тем, что он вельми любил святый костел. И он верил в то, что добрый приклад, доброе служение приведут людей неверующих до веры, до Христа. И коли вось углядаешься на этот образ 17 столетия, там святый Лаврентий представлен в догматике, а внизу догматики есть пригожая выява святого Павла, апостола, вышита таким хафтом пригожим. И вось это так само был символ. Бо святый Лаврентий протягивал апостольскую миссию у будовании супольности костела. И он проповедовал язычникам и давал великое сведчение про свое попутництво. И эту миссию он протягивал, еще раз повторяю, до смерти. И он жадал навернуть Рим и робил это властным сведчением. Эту миссию апостольскую он протягивал, так как апостол, аж до пролития крови. Поэтому имел на своей догматике святого Павла апостола и шел до поганого. Коли углядаешься в этот образ цудовно, в очи святого Лаврентия здесенная мистичным таким зроком неба, и оттуда выходит свет. И он так был з'єднаний с Христом, с Господом, с Царом Святла. И правую руку тримаючи на своем сердце, и он показывает, что все его на сердце, все его нутро належит до Бога. И он был проникнутый Божьей любовью. Але до этого еще я звернуся. Что цікаво, так само на этом образе 17 століття бачний такий фон. На далекім фоні стоїть у Єреді святий Лаврентій. З левого боку, коли добре приглядатися, видать руїни поганських святинь, на дахах яких растуть березки. То есть он уже рушится, уже старый, ось он уже ось доживається. Так як неколи виглядав ваш костел в Обшаті. Подобное, не без даху, так виглядав, принаймні, я чув про это. И большевикам и атеистам сдавалось, что все, мы похоронили христианство, да, все уже, все упало. Да, костел в Обшатах завалится, все, верующих тут не будет николи, да, все падает, да, и они насмехались и глядели. Ось у Лаврентия на образе показано наоборот, с левого боку язычницкие святыни, обросшие древами, и они уже гинут. А с правого боку есть зеленое цудовное древо, якое у християнстві показує надію, якое у християнстві означає життя, з мертвих повстання. Цудовно автор Мостак это представил на образе, да? Там помирает то, что язычницкое наоборот, а тут возрастает новое. И видите, когда мы читаем Библию и откроем первый псалом в Старом Заповете, мы прочитаем там такие слова. «Щасливый человек, який не йде за порадой безбожних, и на дорогу грешников не ступає, не сядіть у зборищі насмешников, але у законі Божим
воля Яго, і пра закон Яго разважае ён днём і ноччу, як гэта рабіў святы Лаўрэнцій. І увага! І будзе ён, як дрэва, паблізу цячэння вод, якое дае плод у свой час, і лістота якога не вяне. І ўсё, што ён робіць, будзе яму ўдавацца. Разумееце? Аўтар нездарма прадставіў гэтае дрэва па правым з правага боку святого Лаўрэнція. Бо гэта новае жыццё, это новы павеў жыцця, который праз пакутніцтва святого Лаўрэнція і як плён ягонай крыві будзе выданы касцёл. А калі чытаем біяграфію святого Лаўрэнція, то менавіта ягонае сведчанне, ягоная пралітая кроў была пасевам і плёнам для тых многіх язычнікаў, якія прынялі хрысціянства пасля таго, як ён быў замучаны. Это новое жыццё. Так як у Евангелии мы читаем, да? У Евангелии Матвея. Что Христос сказал про Божие Царство, которое святый Лаўрэнцій имел в своем сердце? «Подобно володарство небесное до горчичного зерняти, якое, узявши человек, посеял на своей роли. Я из усіх зернат, хоть наименьшее, але коли вырасте, то большее за любую зеленину и становится древом, так, что прилетают с небесные птушки и гнездуются на его горинах». Кто ведал про Лаўрэнція ў тыя часы? А по сегодняшний день у ягоны гонар будуецца святыні. По сегодняшний день праз яго заступніцтва Господь надзяляе ласкамі свой касцёл. По сегодняшний день ягоная кроў з'яўляецца пасевам новых христиан, так як Господь это обещал. Разумеете? Мои дорогие, это вельми важно, как мы бачили у святых вот этот приклад Божьей деятельности, которая проявляется в их жизни. Так будовал Лаўрэнцій костёл. З маленького зернятки возросло великое древо. Поэтому ваша парафия, маленькая символьность, это то, что осталось из католиков ушедших, да? Але коли вы будете жить Господом, коли вы будете ходить и молиться в эту святыню, коли будете поклоняться Богу, то Дух Святый из вашего маленького зерня зробить великую парафию. И ушедший будет великим древом. Сюда будут приходить многие люди, коли вы будете с Господом. И третье, мартырия. Это сведчение аж до смерти. Мои дороженькие, вы почули, что сегодня в Евангелии докладно, что Господь нам сказал? Сапраўды кажу вам, коли пшеничное зерне, упавши в землю, не помре, застанется одно. Коли помре, принесе богатый плод. Кто свое житье любит, загубить его. Той, кто ненавидит житье свое на этом свете, заховая его для вечного життя. Вы ведаете историю, да, яким вы мучили страшно. Вы ведаете, что человека, живого человека, положили на раскаленные краты, а он молился до апошника за навертание язычников римских. И нават еще так жартовливо описывается у биографии про того, як он, лежачи на одном боку, казал: «Переверните мне на другие, бо я уже подсмажился». Може, это певные легенды, може, это додатки, бо люди, подивляючи его мужность, да, не разумели, как это происходит. А так происходит с человеком, который идет и свідчить про Бога аж до пролиття крові, аж до смаження на пательні. Я не здарма сьогодні вибрав перше читання з книги пророка, з книги Даніеля. Ви уважливо слухали, но було довго, але не спеціально було вибрано сьогодні. Это история про 3 юдеев. Это история, это не легенда, это написано в Библии, прочитайте в Галилавском саде. Книга Даниэля, 3 глава.
Это история 3 молодых юнаков, которых царь Навуходоносор примушал поклоняться золотому богу, идолу. А им сказали нет. Послухайте, что они отказали царю. Седрак, Місак і Абдинага сказали, звертаючись до цара Навуходоносора, не повинны мы тебе, цару, отказывать в этой справе. Чили дискутировать с тобой нават мы не будем. Коли Бог наш, якому мы служим, может нас выратовать с распаленной печи, то из твоих рук, царь, вызволить нас. Коли не пожадаем, то ведай, царь, что не будем ушановывать твоих богов, а не поклоняться золотой статуе, якую ты поставил. И что здарилось? Царь сказал, распалить печь в 7 разов больше. И все, кто возле печки стояли, они уже начинали гореть, текали, все разбегались в стороны, потому что горело все вокруг. А мы читаем далее. Анёл Господа зайшов у печ разом з Азарієм, його сябрами, і ухилив полымя огню з печі. І увага! І зробив у середині печі биться вільготний ветер. Ветерок. У печі. І огонь не докранувся до їх зусім. І не викликав болю, а не зробив ніякої кривди. Тады гэтыя трое, як бы одним голосом славили и хвалили и благословляли Бога у печи. Это, мои дорогенькие, не легенда, это Библия. Это история людей, которые прошли и засведчили про Бога, про моц Господа. Я, видите, когда читал этот текст, мне закранула одна речь. Хочу с вами поделиться. Увага! Коли анёл Господа зашел в печь, у 7 разов больше распаленную, которая, повторяюсь, вокруг которой никто не мог стоять рядом, анёл зашел в печь, и у середине печи биться вильготный ветерок. Дух Божий. Дух Святый. Это моц Господа, это моц Божия, которая робит человека мужним, слава, грешника, ни на что не надающийся человека, бо мы все хотим жить, и мы страх, мы боимся смерти, страх. Одна думка про смерть нас уже полохает, да? А приходит Дух Божий, Дух Святый, и дає гэтую моц. И дає гэтую моц. И Иисус обещал это. В Евангелии Луки сказано так. «Коли вас поведут в синагоги, и до начальства, и до владов, не турбуйтесь, як и что вы маете отказать». И что говорить? Бо Дух Святый вас научит в этом годину. Что вам казать? Мало того, у Евангелия Иоанна Господь дает нам обещание. «Я буду просить Отца. Інша нас утешальника дасть вам, как заставался с вами навек. Духа правды, якого свет не може прийняти, бо його не бачите, не ведає, а ви його ведаєте. І ви будете свідчити. Я упевнений, що ось цей делікатний вітерок, про який описує Даніель, у печі присутність Духа Святого. Коли лежав на кратах раскаленных Лаврентий, тело людское смажилось, а биографы описывают, что нават не было нигде не смердело спаленным, а был деликатный нават запах. Разумеете? Ось. Кто дал моц этому человеку? Як нервы людские вытрымали? И он же мог подскакивать, как карась на пательне, пробачь, Святой Лаврентий, что тебе так приравнивали. Бо людская моц так реагует. Разумеете, откуль моц мел этот человек? Внутри его был деликатный ветерок, повел Духа Божьего. И он, лежачи на крате, молился и славил Господа. Мартирия. Свідчення про милость Божию.
з'єднаний з Господом, настільки в собі мав Духа Божого, що його ніщо не зламало. Мої дороженькі, ви, може, не раз думаєте, буде перспектива в этом ушедшей, чи не буде перспектива, а що в моєму житті буде далі і так далі. Ти віриш в Господа? Ти тут з Єсусом на коленях у этой святыні з'являєшся свідком того, що написано в Біблії. Все наоборот перевернулось. Большевики думали, что все, руины паднут, да, все, костел знищится и так далее. Так як тут недалеко по дорозі є така святиня, так само руїна. Да? Але праз некільких віруючих людей, може присутних серед вас, Господь далее чинить свою історію. Коли хочеш мати таке серце, коли хочеш мати таку мужність, яку мав святий Лаврентій, Духа Божого, завсёды закликай. Проси Святого Духа, как ты имел такую мощь. И, мои дороженькие, перспектива кожной парафии, кожной супольности, кожной семьи будет только тогда, когда мы будем жить так, как жил Святый Лаврентий и іншие святые. Когда мы будем дьякония, когда мы будем служить один одному, але не как нам служили. Когда мы будем кайнания будовать супольность и братерство, а не только глядковать, отловарывать, зайздростить, красть и так далее. Но когда мы будем будовать супольность, и когда мы будем так свідчать неверующим людям про Господа, у любові, аж до пролиття крові, що вони самі прийдуть у костел і запитаються, що тут робиться? Чому ви живете по-другому? Чому у вас радость? Чому у вас терпливость? И так далее. Мои дорогие, еще в этой книге пророка Даниэля было так. Коли цар здивился, устал, Бог бачил, что там происходило, да? Устал, звернулся до своих магнатов, кажучи, «Чи не кинули мы трох зв'язаних мужов у середину огню?» И мне сказали, сапраўды, цар, троих мы кинули. А ён отказал, «Вось бачу 4 мужов, что развязаны и ходят у середине огню, и не робится им ничего древнего, и выгляд 4-го напоминає сына богов». В этом перекладе трошки інший. У рускомовном перекладе, в русской Библии написано «Сына Божого». Пам'ятаєте, коли мучили Степана Якона мученика? Ми його святкуємо так само, здається, у Снежні, так? Коли Степана вивели на камінування, він каже, бачу небо відкрите. І Сина Божого бачу. І почав молитися за тих, хто його камнями закипав. Розумієте, що значить мати у собі Духа Божого, мати у собі Христа? З тобою завсюди буде Христос. У печи было 3 юнаков, а был 4. Господь нас ніколи не покидає, коли ми свідчення в Нему віри. І Он завсюди пошле нам Духа Своего Сына. Иисус нам обіцяв. Коли будете вірити в Меня, будете заховувати Мої накази, Я и Отец придем до тебе и будем вас пробивать. Поэтому мы сегодня молимся в этой святыне, с этой супольностью. И просим заступництва святого Лаврентия, мученика, вашего патрона. Этих 3 речей для вас. Дьякония, служение, кайнания, будование супольности парафиальной. Не бойтесь, что вас мало. Господь начинал всегда с маленьких супольностей. 12 апостолов, маленькие супольности, да. И мартыры, свідчення, самое головное. Свідчите про милость Божию. Сами наполняйтесь Божьим Духом, сами наполняйтесь Божьей любовью. И тогда іншие люди будут приходить до вас и будут шукать Господа. Аминь.